В Назране сегодня открылись сразу 20 избирательных участков. Выбирают горожане депутатов в Горсовет. 15 кандидатов представили партии «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ и «Партия за справедливость». В Горсовет пройдут только 9 представителей 3 лидирующих в голосовании партий. Сулейман Евлоев на избирательный участок пришел с женой и внуками. К активной гражданской позиции приучать надо с детства, говорит Сулейман. Мужчина – один из первых горожан, сделавший свой выбор. Вот хозяйка, 2 внука, сын он стоит и я. Что мы ждем? Ждем всего хорошего. Я пришел сегодня проголосовать и выбрал, сделал свой выбор. Я считаю, что каждый человек должен проголосовать, чтобы выбрать депутата, чтобы представлять свой народ. Выбирают сегодня и депутатов сельсовета Назрановского района. Аюб Тутаев живет на Сыркорте. На выбор он пришел, потому что считает, что с приходом новых депутатов удастся решить многие проблемы, которые накопились в селе. Я с этими выборами связываю что-то позитивное, новое что-то. Потому что проблем в селе много. Тут, я думаю, что депутаты, которые сейчас вот на местном уровне мы выбираем, они, учитывая ошибки прошлых депутатов, они, видимо, отслеживали вот своими программами. Я думаю, что они подойдут, с душой подойдут к сельчанам, которые их избирают. В селе у нас проблемы такие, что вот у нас нет водопровода в многих местах. Здесь необходимо, крайне необходимо проложить канализацию. Вот это первым долгом. И для тех дети, которые ходят в школу, для них нет тротуаров. Сделать свой выбор пришли и старейшины республики. Долгожитель Ахмед Бузуртанов никогда не пропускает выборы. Ни президентские, ни партийные. Люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые граждане, ветераны и все те, кто не смог по какой-либо причине прийти сегодня на избирательный участок, голосуют на дому. Члены избирательной комиссии выехали к Дугурхан Хамхоевой. В этом году ей исполнилось 100 лет. Несмотря на это, интерес к политике женщина не теряет. Как и ожидалось, явка избирателей в Назране показывает высокие результаты. На часах 10 утра, а в урнах уже сотни бюллетеней. Даже свадьба, считают горожане, не повод пропускать выборы. Торжественной колонной кортеж с невестой направляется на участок по месту прописки. Невесту ждал приятный сюрприз. За проявление активной гражданской позиции девушке подарили телевизор. Глава города Еще один свадебный кортеж в городе, уже на другом участке. Ингушские невесты демонстрируют свою причастность к общественно-политической ситуации в родной республике. На всех избирательных участках созданы комфортные условия, места для общественных наблюдателей и пункты приема заявлений. Также подготовлены памятки для избирателей, образец для заполнения бюллетеней, информация о кандидатах. При входе установлен металлоискатель, а чтобы избежать спорных моментов во время проведения выборов, участки оборудованы камерами видеонаблюдения. У нас на участке действует пункт питания, также присутствует для мамаш, которые придут со своими маленькими детьми. Также у нас есть комната для матери и ребенка, комната для намаза, если вдруг наш избиратель попадет именно во время намаза. Ожидается, что в голосовании примут участие более 40 тысяч граждан. Амина Болкова, Хамзат Халухаев, Новости 24.